на гостеприимной Пятигорской земле. 2026 год проходит под знаком Года народного единства, инициативы, которая была выдвинута атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым и получила государственную поддержку. Выбор казаков в качестве вдохновителей этого года не был случайным. Их история на протяжении веков строилась на пересечении культур, языков и религий. Братство народов для казаков – естественное продолжение исторического пути, в котором взаимное уважение и общая ответственность всегда стояли выше различий. Идея единства народов всегда находила свое отражение в умении вести совместный быт в небольших станицах и стоять плечом к плечу, несмотря на различия. Единство народов России приобретает особый смысл в период проведения спецопераций. В казачьих подразделениях на СВО сплоченность, взаимовыручка и уважение друг к другу становятся не просто традицией, а необходимым условием выполнения общего долга. Казачья культура и традиции объединяют сегодня людей самых разных национальностей и возрастов. И это истинные патриоты, которые любят свою родину, знают историю и гордятся культурой. Дорогие друзья, вас приветствовал народно-сценический казачий ансамбль «Хуторок», руководитель Ольга Белякова, город Пятигорск. Давайте поблагодарим артистов аплодисментами. С 2011 года во исполнение решения Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества проводится всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг». Конкурс включен в государственную программу «Реализация государственной национальной политики». Учредители конкурса – Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Постоянная комиссия по содействию и развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Министерство культуры Российской Федерации, организаторы – Министерство культуры Ставропольского края, Ставропольский краевой дом народного творчества. Дорогие друзья, сегодня с нами в зале почетный гость – министр культуры Ставропольского края Татьяна Ивановна Лихачева. А прямо сейчас для приветственного слова на сцену приглашается казачий полковник, участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, депутат Думы города Пятигорска Владимир Алексеевич Савченко. Здорово дневали, братья-казаки, сестры-казачки. Перед тем, как сказать что-то, могу сказать. Я объехал всю страну. Самые боевые казаки — это на Герике, это самые красивые девчонки у нас. Знаете, приветствую вас на благоприятной Каменской и дружелюбной земле. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо. Огромное спасибо за то, что сохраняете традиции, за то, что несете нашу культуру сейчас и передаете молодому поколению. К сожалению, какой-то период этого лихолетия, который был на стране, утеряли. Но благодаря тем, что песня шла от бабушки к внукам, внуки передавали своим детям. Мы сохранили эту культуру, и сейчас вы представляете ее. Да, это конкурс, да, будут победители, будут, к сожалению, проигравшие. Но дело, которое вы делаете в своих регионах, оно великое дело. Вы сохраняете нашу мощную, единую, великую культуру. И знаете, вот многие говорят, вот, конкурсы проводим сейчас, время такое, специальная военная операция. Может, неправильно это? Нет, это правильно. С песней там казаки на передовой идут в бой. С песней в сердце и со своей культурой они защищают наши интересы в зоне специальной военной операции. И там они наблюдают и понимают, когда вы здесь все вместе, объединившись, работаете на одну великую победу, каждый по-своему, значит, она скоро будет. Значит, вы ее приближаете каждым своим шагом. Огромное вам спасибо. И не бывает проигравших, пусть победит сильнейший. Войсковые этапы Всероссийского фольклорного конкурса проходят по всей стране.
Сегодня на первом войсковом отборочном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» красоту казачьей песни будут представлять самые яркие и самобытные исполнители Терского войскового казачьего общества из Ставрополья, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии. Уважаемому жюри предстоит оценить уровень исполнения, художественную ценность материала, раскрытие образов и артистизм, а также историческую достоверность костюмов. И сделают это, конечно же, профессионалы высокого уровня. Представляем жюри Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Во многих деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, которые передаются из уст в уста, хранят память поколений, национальный колорит и культурный код. Проект «Родники Истоки» создан, чтобы найти эти песни, переосмыслить и вернуть в современную культурную жизнь. В жюри конкурса «Казачий круг» руководитель музыкально-исследовательского проекта движения Газманов «Родники Истоки» Наталья Крель, город Москва. Чтобы добиться успеха, нужно много трудиться, с оптимизмом смотреть на жизнь и верить в чудо, считает эта успешная женщина. Музыкальный продюсер движения Газманов «Родники», эксперт проекта «Родники», автор песен проекта «Синий трактор», композитор, создатель более 400 песен для детей и голос мультипликационных персонажей Марина Лебедева, город Москва. Она хорошо знает все фольклорные коллективы Ставропольского края, часто встречается с ними на фестивалях и конкурсах, поэтому владеет всей картиной современного существования фольклора. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации, почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, лауреат премии губернатора Ставропольского края, доцент кафедры хорового дирижирования Ставропольского государственного педагогического института. И все это она, Наталья Коржова, город Ставрополь. Однажды в юности он попал на репетицию фольклорного ансамбля, влюбился в народную песню и через 3 репетиции понял, что теперь это будет его профессией. Лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России», почетный работник культуры Ставропольского края, художественный руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля казачьей песни «Вся Русь», Ставропольского краевого дома народного творчества, председатель жюри Владимир Кузнецов, город Ставрополь. Ну что ж, команда жюри готова приступить к работе. Всем участникам мы желаем успеха и начинаем конкурсную программу. Детский коллектив, который открывает нашу программу, не просто активный участник творческой жизни города и Кабардино-Балкарской республики. Это большая семья, которая живет по правильным духовным законам. Неравнодушное отношение ко всему происходящему в обществе, патриотизм, любовь к людям и действенное желание помочь, вложить свою лепту в общее дело – это жизненный почерк коллектива. У нас в гостях детский образцовый фольклорный ансамбль «Родничок» детской школы искусств местной администрации городского округа «Прохладный», руководитель Ольга Шейна. Программа «Ехал Кузя с ярмарки», записана в Ставропольском крае. Кругом хаты терен. Плясовая песня терских казаков. Под яблоникой такой
«Колосок» районного дворца культуры села Александровского исполнилось 45 лет. Можно себе представить, какое множество молодых людей было воспитано в этой творческой семье. С первого своего выступления участники сразу же покорили зрителей народной манерой исполнения. С тех пор коллектив пользуется огромной любовью зрителей. Это один из ведущих детских коллективов, который продолжает и сохраняет народные традиции в Александровском округе. На сцене ансамбль «Колосок», руководитель Любовь Трутова. Программа «Последний нонешний денек. Казачья протяжная песня». Провожают казаков походная казачья песня. Последний нонешний денечек, ой, денечек, гуляю с вами я, друзья, а завтра рано чуть цветочек заплачет. Вся моя родня. Ты, Вань, служи, старших слухай, младших не обижай, да мамку с папой не забывай, письма почаще пиши. заплачу ты, Братья мои, сестры, братья, сестры, заплачет мать, отец родной, еще заплачет, дорогая, с которой 3 года гулял. Вот тебе, Ванечка, платочек, сама вышивала. Пусть он хранит тебя от всех бед и напасти. Ты служи, а я тебя ждать буду. и тут и так. Чанета подскочила, готовьте сына своего, крестьянский сын давно готовый, он готовый свою сторонку защищать. Рождают казаков, В армию служить, защищать свои границы, ей покой и мир, ей дом, родимый, земля, матушка. Мы родину Россию защитим всегда, ей дом, родимый, земля, матушка. Мы родину Россию защитим всегда. мчатся выйдут, Подковы земля летит, едут казаки, в армии служить, дом, родимый, земля, матушка. Мы родину Россию защитим всегда, дом, родимый, земля, матушка. Мы родину Россию защитим всегда. пульки стоят и чатом, Машут свет руками, вы служите, казаки, счастья вам желаю, дом, родимый, земля, матушка. Вы родину Россию защитим всегда, дом, родимый, земля, матушка. Вы родину
этнографический ансамбль казачьей песни «Богатица» из краевой столицы более 3 десятилетий является одним из лучших фольклорных ансамблей края и достойно представляет Ставрополье на всероссийской сцене. Основная задача коллектива – культурное и духовное развитие участников, профессиональный подход к творчеству и патриотическое воспитание. А его успех подтверждает, что традиционная казачья культура продолжает жить и развиваться в руках молодого поколения. В конкурсной программе участница ансамбля «Богатица» Полина Руденко, руководитель Наталья Кузнецова. «Отчего ковыль травушка загоралась» былина гребенских казаков записана в станице Червленой Чеченской Республики. На благодатной Кизлярской земле, как и во всей Республике Дагестан, испокон веков сосуществовали и взаимообогащались культуры многих народов Северного Кавказа. Народная казачья песня – бесценное культурное национальное достояние Нижнетерского региона, носителем которого является государственный Кизлярский терский ансамбль казачьей песни. Созданный в 80-е годы 20 века солистом Уральского народного хора кружок русской народной песни вырос до высокого профессионального уровня и стал визитной карточкой Кизляра. На сцене мужская группа ансамбля, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Валерий Митьковец. Программа коллектива. «Поехал казак на чужбину далеко» – лирическая казачья песня. «Ойся ты, ойся» – казачья лезгинка. Поехал казак на чужбину далеко, на добром коне, на своем вороном. Он край свой, родину навеки покинул, его не вернуться в отеческий дом. Напрасно казачка его на север глядит, все ждет, поджидает.
просил, умоляя, насыпать куда на могиле голова. Тоска и запуга нам калина родная, весною красуется в ярких цветах. Вольная пташка, садясь на колену, порой прощебечет ту песнь обо мне, что некогда жил здесь казак на чужбине. Он помнил о милой родной стороне, что некогда жил здесь казак на чужбине. Он помнил о белой родной стороне.
соседства. Гостей из других регионов наши казаки всегда встречают с радостью и хорошим настроением. Приветствуем наших друзей из Кабардино-Балкарии, народный ансамбль песни терских казаков, руководитель Ольга Шейна, городской дом культуры местной администрации городского округа Прохладный. «Батька добрый» – песня терских казаков. «Вот дела» – современная казачья песня. Батька добрий, а мати лихая, не пускає на вулицю, ще я молодая, не пускає.
Слово «люба», казаки – это такое своеобразное казачье одобрение. А вот артисты из Северной Осетии решили дать такое позитивное название своему коллективу. На сцене наши гости. Народный ансамбль казачьей песни имени Журавлева «Люба, казаки», станица Архонская, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия Алания Галина Журавлева. Программа «В саду вишенка цветет», походная песня линейных казаков. А над тереком слова Виктории Цыгановой, музыка Виталия Окорокова. Ночь высокая, зовет
«Ингуши» был создан в середине прошлого столетия на общественных началах в станице Нестеровская. С момента создания коллектив хора состоял из казаков и казачек самых разных возрастов и национальностей. Большинство исполнительниц современного состава принадлежат сложившимся за многие годы творческим династиям ингушей, русских, чеченцев и являются предметом гордости для жителей всей республики. Встречаем дорогих гостей! Казачий хор имени Ахмета Хамхоева, филармония имени Хамхоева, руководитель Зарема Яндиева. Ингуши-казаки, автор Мухаммад Тачиев. «Я сама героя провожала». Слова Татьяны Сикорской, музыка народная. Ингушетия родная, как прекрасен твой узор, горы, реки и равнины, высоты отличный зон.
Ансамбль терских казаков из Кабардино-Балкарской республики – это не просто творческий коллектив. Это живая связь времен, мост между прошлым и будущим, где старинные песни обретают новое звучание, а молодые артисты перенимают опыт мастеров. Благодаря профессионализму и искренней любви к своему делу артисты терских казаков не просто сохраняют культуру, они дарят ей новую жизнь. На сцене государственный фольклорный ансамбль песни и пляски терских казаков, руководитель Галина Бочарова. «Ой, не по морю» – былина терских казаков, «Кавказская сюита» – попурина песни терских казаков. Ой, небо моя чудная, моя сия, меня сия, не море. Мне на Кавказе повезло родиться. Здесь горы, великаны смотрят вниз. В их красоту так сложно не влюбиться. Посмотришь и свою теряешь нить. Кавказ, весна, природа, соль едина. Здесь воздух свеж, от неба синевы, горел свои разрывы.
В прошлом году минераловодский хормейстер села Левокумка, руководитель народного ансамбля народной и казачьей песни «Вольна воля» Светлана Кузнецова стала лучшим работником сельского дома культуры на Ставрополье. А еще вместе с аккомпаниатором коллектива и одновременно мужем Самиром Тагиевым стали героями известной телепередачи Андрея Малахова на канале «Россия-1» «Песни от всей души». На сцене ансамбль «Вольна воля». Программа «Ой да ты, Калинушка», протяжная казачья песня про нашу землю русскую. Слова Ару Мерца, музыка Валерия Ахапкина, обработка Владимира Копаева. Ой, да ты, Калинушка, Ой, да ты не стой.
друг казака – его конь. Много песен посвящены этим горделивым скакунам. Конь и из беды выручит, и советчиком в трудную минуту станет. О казачьей жизни поет народный казачий ансамбль «Желанка», руководитель Наталья Овчинникова, село Побегайловка, Минераловодский муниципальный округ. Программа «Вспомним, братцы». На коне вороном. Казачья народная песня. Помни, братцы, Это время, как повел нас генерал через высокий и холодный, той альпийский перевал через высокий и холодный, той альпийский перевал. вспомни, братцы, Як бродили по коліна у снігах і коней в руках водили, і навстрічу йшли врагам, і коней в руках водили, і навстрічу йшли врагам. там вдали Мелькають бурки, і біліють башлики, той не торги, і не горди, то гребенські козаки, той не торги, і не горди, то гребенські козаки. разрывал довольный ров, как вино мощанкам, отвращался очень долго за шумом аль кончается нова, выше танки сети, но подъезжал газа, но никто не встретил. Казачье
Казачья песня – живой свидетель красоты и душевных качеств самобытного, свободолюбивого народа. Для исполнения казачьей песни вовсе не обязательно иметь музыкальное образование. Здесь главное – душа. На сцене народный казачий ансамбль «Станичники», руководитель Людмила Грибко, село Левокумское, Левокумского муниципального округа. Программа «Да в саду дерево цветет», походная строевая терских казаков. «Ой, да вот стояла во степи березонька», слова и музыка Владимира Сергеенко. На саду дерево цветет, да к казаку поход идет. Раз, два, эх, ой, не беда, да казаку поход идет. Раз, два, эх, ой, не беда, да казаку поход идет. Да казаку поход идет, да за него девка слезы льет. Раз, два, эх, ой, не беда, да за него девка слезы льет. Раз, два, эх, ой, не беда, да за него девка слезы льет. Да не плачь, девка, да не рыдай, да горелочи, да не стирай. Раз, два, эх, горе не беда, да горелочи, да не стирай. Раз, два, эх, горе не беда, да горелочи, да не стирай. Да когда девка заплачешь, да я построю побачишь. Раз, два, эх, горе не беда, да я построю побачишь. Раз, два, эх, горе не беда, да я построю побачишь. Да я построю, да острою, да на вороне не каркаю. Раз, два, эх, горе не беда, да на вороне не каркаю. Раз, два, эх, горе не беда, да на вороне не каркаю. Да на вороне не каркаю, да на казачьем на селе. Раз, два, эх, горе не беда, да на казачьем на селе. Раз, два, эх, горе не беда, да на казачьем на селе. Раз, два, эх, горе не беда, да на казачьем на селе.
Василий Дмитриевич Сухоруков однажды задал Михаилу Юрьевичу Лермонтову вопрос: чему верить, чиновным грамотам или казачьим песням? Поэт, который хорошо знал казаков, ответил: казачьим песням, они не врут. Свои казачьи истории нам поведает народный ансамбль «Казачий край», руководитель Людмила Тимошенко, Благодарницкий центр культуры и досуга. «Из-за леса, строевая казачья песня», записана в городе Благодарном от Карагодиной, участницы ансамбля «Русская песня». «Казаки России», слова Александра Ганичева, музыка Сергея Войтенко. Из-за леса по лесу идет, развеселый командир наш удалой. Эй, говорят, развеселый командир наш удалой, развеселый командир наш удалой, ведет роту веселую за собой. Эй, говорят, ведет роту веселую за собой. Мы, ребята, не робей, заберем мы все завалы поскорей. Эй, говорят, заберем мы все завалы поскорей. Нам завалы не страшны, заберем мы супостатов на штыки. Эй, говорят, заберем мы супостатов на штыки. Из-за леса ронда смелая идет, бравый смелый командир ее ведет. Эй, говорят, бравый смелый командир ее ведет. Казаки кубанские, казаки донские, дерзкое казачество, шашки наголо. Казаки сибирские, польские, лихие, казаки России, родины область, казачий край, станицы до поля. Казачья песня, воля и простор, пусть казаками славится земля. От вольных рек до северных озер, пусть казаками славится земля. От вольных рек до северных озер. Сударь залихватская, сабля боевая, строевая конница, там призыв вперед. Охранять отечество, горюшка такая, казаки России, родины опор, казачий край, станицы до поля. Казачья песня, море и простор, пусть казаками славится земля. От вольных рек до северных озер, пусть казаками славится земля. От вольных рек до северных озер. А казачки статные, верные подруги, любо жить в казаченьке, на душе тепло. Наша слава ратная, да по всей округе, казаки России, родины оплот, казачий край, станицы до поля.
Не так давно народный фольклорный ансамбль имени Лилии Александровны Якоби отметил 45-летний юбилей. Ансамбль «Лада» — это живая нить, связывающая поколения, хранитель уникальных традиций и настоящий бренд своего родного города. Встречаем легендарный коллектив. Программа «По Дону гуляет казак молодой», записана на хуторе Чапцев Новоалександровского муниципального округа. «Да посеяли девки лен», записана в станице Баклановской Изобильнинского муниципального округа. Быстрою шедарет, ой-ой-ой-ой-ой,
существует в России издавна. Оно присуще человеку как часть жизни. Люди пели за работой, когда сеяли и убирали урожай, шили и вязали, пели за столом в моменты отдыха и в праздник, во время богослужения и в походе. Пение объединяет людей, дает им душевный подъем и чувство братского согласия. На сцене народный ансамбль народной песни «Кумское подворье», село Гражданское Минераловодского округа, руководитель Вера Ломовцева. Программа «Русская народная и казачья протяжная песня «Ах ты, степь широкая». Казачья шуточная песня «Как подула Шура-Бура», записана Верой Ломовцевой в 2001 году в селе Гражданское Минераловодского округа. Ах ты, степь широкая, степь О чем поет казачья душа? В песне
песенном творчестве это синтез исторического опыта, личных переживаний, любви к родине и традиций. А еще «Казачья душа» — это коллектив городского дома культуры города Ессентуки, в котором людей разных возрастов и профессий объединяет патриотизм и любовь к русскому народному песенному творчеству. На сцене народный ансамбль «Казачья душа», руководитель Елена Туренко. Программа «Оставляем мы станицу», казачья походная, записана в станице Горячеводской Ставропольского края. «Ехал казак воевать», воинская современная, записана от терских казаков станицы Лысогорской Ставропольского края. Оставляем мы станицу по бокам ко реке. На тою речкою, братцы, границу. Ой, ходят тяреши, тя казаки. Где бывали, там гуляли наши деды, отцы. Громкого песни они распевали. Ой, пойдережи, тямою лапцы. До границы недалеко, а вот враг давно знаком. Вспомни том былые схватки. Ой, с нашим дерзким казаком. Вы, казачки, бросьте плакать, ждите радостной поры. Мы гостинцы, ой, да вам казачки. Ой, привязем из-за горы. Помочь музыкально. Причем подпеть тоже. Черный город. Ехал казак воевать с недругом проклятым. А кто сбрасывал? Я женщина в ручке. Написано «Казачья душа Ессентуки». Как на грозный день. Да. Что же можно Выше. Вот так казачки засланы здесь. Ой, я камертон возьму, может, в акапелле. Ехал казак воевать, с недругом проклятым, выходили провожать.
Ансамбль русской песни «Итальяночка», действующий при районном дворце культуры города Новоалександровска, перешагнул полувековой юбилей. Недавно исполнение ансамблем старинной казачьей песни удостоилось высочайшей оценки жюри Гран-при 11-го фестиваля православной культуры и традиций малых городов «София». На сцене народно-сценический ансамбль русской песни «Итальяночка», руководитель Татьяна Мармышева. Программа «Горы Кавказские», старинная казачья песня, обработка Леонида Шумко. «Ой, Дуся, ой, Маруся», старинная казачья лезгинка. Горе мои, поеда, вида, горе мои, горе века, горе века, кавказские, поеда, ох и ничего же вы горе не ой, не не спородили, поеда, ох и спородили вы горе. Один белгорю, ой, белгорю, Следующее.
Ансамбль «Благовест» – визитная карточка и гордость Дома культуры города Георгиевска. За 30-летнюю историю ансамбль заработал себе громкое имя, занимаясь сохранением истинной казачьей культуры и, в частности, настоящей казачьей песни. Приветствуем на сцене народный ансамбль казачьей песни «Благовест», руководитель Лариса Дементьева. Программа «Соловей мой, соловей», Ставропольский дом, казачьи бытовые песни, записаны от Валентины Алексеевны Багринцевой, Георгиевский муниципальный округ. Yes,
где мы с вами находимся, уникальный курортный регион с большим количеством природных минеральных источников, начал плотно осваиваться в конце XVIII века, и особую роль в его становлении сыграли казаки. Родной город Пятигорск представляет заслуженный коллектив народного творчества, народный народно-сценический казачий ансамбль «Хуторок», руководитель Ольга Белякова, городской дом культуры №1 имени Андрея Дементьева. Программа «Ясен ли сокол» – русская народная песня в обработке Ольги Беляковой. «Застучали барабаны» – рекрутская, музыка Анастасии Красновой, обработка Ольги Беляковой. Сокол,
Дорогие друзья, конкурсная программа первого войскового отборочного этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» завершена. Давайте подарим друг другу громкие аплодисменты. Прямо сейчас жюри удаляется для подведения итогов, а всех участников в 12:45 мы просим уже быть на сцене для церемонии награждения. Казак веком побреется, казак веком согреется, толь ночевать приладится, везде ему тепло. Казак грозою моется, да буркою укроется, и утром тихим зарядным поднимется в седло. Коли стяги вьются, коли песни льются, в России казаки не переведутся. Коли стяги вьются, коли песни льются, в России казаки не переведутся. Запас сумах отмеренный, булавы круг проверенный, шашка златоуста не подведет в пути. С ним ладанка заветная, с волыной горькой веткою, с молитвой материнскою в ней горь святой земли. Коли стяги вьются, коли песни льются, в России казаки не переведутся. Коли стяги вьются, коли песни льются, в России казаки не переведутся. Пройдут бои и беды, он домой придет с победою, к соседу шле улыбчивой покров зашлет с водой. И дело в свадьбе сладится, и жизнь у них наладится, казак с похода женится. Дай Бог ему сынок! Коли стяги вьются, коли песни льются, в России казаки не переведутся. Коли стяги вьются, коли песни льются, в России казаки не переведутся. Ставрополье казаки не переведутся. В России казаки не переведутся. Ну что ж, дорогие друзья, мы готовы начать церемонию награждения первого войскового отборочного этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Ваши аплодисменты, друзья! И, конечно же, для церемонии награждения на сцену приглашаются члены жюри. Наталья Крель, Марина Лебедева, город Москва. Наталья Коржова, город Ставрополь. И председатель жюри Владимир Кузнецов, город Ставрополь. Я передаю слово членам жюри. Спасибо большое. Ну, наверное, вот так немножко встану, потому что основные участники этого процесса здесь на сцене. Ну, во-первых, низкий вам поклон. Поклон за то, что вы делаете, за то, что вы делаете это с такой любовью. Мы эти дни были на земле Ставропольской в поисках истоков песенных. Я вам хочу сказать, для себя сделали очень много добрых, правильных, хороших открытий. Одно грустное, что у нас наша культура немножечко уходит, и мы не всегда успеваем сохранить то, что нужно сохранить.
Второе радостное, что даже ваши дети все-таки ее продолжают любить, поют свои песни, а это дает надежду на то, что это будет жить история нашей песни, культура наша песенная, русская культура. Вы нас сегодня очень порадовали. Нам было не очень просто иногда выбрать среди вас лучших, но мне кажется, лучший это тот, у кого сегодня просто пела душа. И если она пела у вас у всех, если Господь сегодня благословил каждого из вас, выходящего на сцену, значит уже все хорошо. Ну а места это просто техническая история. Успехов вам во всем. Храните, пожалуйста, свою замечательную казачью песню. Не поддавайтесь соблазну ее переделать, как бы модно не хотелось, чтобы она звучала. Храните традиции, которые есть от дедов, от прадедов, потому что это и есть наши с вами корни. Спасибо вам большое за праздник культуры, народной культуры, за праздник фольклора. Я не знаю, я первый раз мне посчастливилось прикоснуться к этому искусству, потому что все-таки я больше в эстрадной, там, в детской песне, и я получила огромное удовольствие. Спасибо вам и низкий поклон. Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы все тут с вами коллеги. От всей души поздравляю вас с праздником души, который вы подарили нам. Мы сегодня очень старались. Вот, стараться было сложно, потому что мы все такие хорошие, такие красивые. Репертуар сегодня был достойно представлен. Сегодня ошибок было, очень мало. Но вот надо еще трудиться, сейчас пока о хорошем. Счастья вам, здоровья, успехов, молодежи расти здоровой, жизнерадостной и не бросать народную песню, потому что это жизнь, это ваши истоки и ваше будущее. А по большому счету это наша, моего возраста уже, вы поддержка. Знаете, такая в душе рождается уверенность, что за нами кто-то есть. И это вы, дорогие, это вы, дети, не бросайте. А вам всем здоровья, счастья, успеха! Дорогие друзья, народ жив, пока жива культура. Не язык определяет национальность, потому что есть армяне и другие национальности, которые не знают своего родного языка. И не религия определяет национальность, потому что и православные, и грузины, и мы, и болгары, а только культура определяет ту национальность, к которой мы принадлежим. Так что и казаки, и русские, мы должны любить свою культуру, потому что это и есть наша национальность и наша гордость. Особенно я рад, так как я еще и детским ансамблем руковожу, что так много сегодня и детей у нас выступало. И причем, здесь ведь были лучшие коллективы. Мы же отбирали, были отобраны коллективы. А сколько еще таких коллективов у нас в крае и в республиках, и вообще по России. Спасибо большое. С праздником вас! Ну что ж, а мы готовы перейти к церемонии награждения. Дипломом лауреата третьей степени награждается народный ансамбль казачьей песни имени Журавлева «Люба казаки». Дорогие друзья, стоит отметить, что сегодня все участники нашего фестиваля награждаются еще и дипломами проекта «Родники Истоки». Да, об этом чуть подробнее расскажет нам. Учитывая то, что вас уже отобрало жюри профессиональное, мы посмотрели вас тоже, мы приняли сегодня такое решение волевое, да, что все участники этого отбора вошли в состав экспедиционной истории, отобраны в состав экспедиционной истории «Родники Истоки». Для себя мы выбрали несколько коллективов, которые будут показаны в ближайшее время большому жюри в Москве, где будут наши все звезды, которые будут с нами работать дальше в проекте. Ну и мы потом подумаем, как нам отобрать после всех этих 3 дней уже
наполненных таким количеством хороших вещей, отобрать 3-4 финальные истории. А может быть, подумаем и сделаем для Ставрополя исключение, и сделаем какой-то целый большой альбом. Вот тех, кто попадет в эту историю, мы назовем отдельно, но все вы стали участниками проекта «Родники Истоки». Мы вам с удовольствием вручим наши дипломы. Эти дипломы подписаны Олегом Михайловичем Газмановым. Ну а мы продолжаем. Дипломом лауреата третьей степени награждается народный ансамбль песни терских казаков, город Прохладный, Кабардино-Балкарская республика. Лауреат третьей степени народный казачий ансамбль «Станичники», село Левокумское, Ставропольский край. Лауреат третьей степени народный ансамбль народной песни «Кумское подворье», село Гражданское, Минераловодский муниципальный округ. Дипломом лауреата третьей степени награждается казачий хор имени Ахмета Хамхоева, Республика Ингушетия. Дипломом лауреата второй степени награждается народный ансамбль «Казачий край», город Благодарный. Лауреат второй степени народно-сценический народный коллектив ансамбль русской песни «Тальяночка», город Новоалександровск. Лауреат второй степени детский образцовый фольклорный ансамбль «Родничок», город Прохладный, Кабардино-Балкарская республика. Лауреат второй степени народный казачий ансамбль «Желанка», село Побегайловка, Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края. Ну что ж, дорогие друзья, чем меньше дипломов у нас остается, тем получше у всех настроение, потому что мы переходим к награждению лауреатов первой степени. Дипломом лауреата первой степени награждается мужская группа Государственного Кизлярского терского ансамбля казачьей песни Республика Дагестан. Лауреат первой степени. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации. Народный народно-сценический казачий ансамбль «Хуторок», город Пятигорск. Лауреат первой степени. Народный ансамбль народной казачьей песни «Вольно воля», село Левокумка, Минераловодский муниципальный округ.
награждается государственный фольклорный ансамбль песни и пляски «Терские казаки», Кабардино-Балкарская республика. Дипломом лауреата первой степени награждается народный детский ансамбль «Колосок», село Александровское. Дипломом лауреата первой степени награждается Полина Руденко, участница народного детского фольклорно-этнографического ансамбля казачьей песни «Богатица», город Ставрополь. Дипломом лауреата первой степени награждается народный ансамбль «Казачья душа», город Ессентуки. Дипломом лауреата первой степени награждается народный фольклорный ансамбль «Лада» имени Лилии Александровны Яковлевой, город Ставрополь. Ну что ж, мы подошли к самому главному на сегодня. Мы готовы объявить гран-при конкурса. Владимир Анатольевич, как председатель жюри, расскажите, кто это? Вы знаете, ансамбль, честно говоря, и не только у меня, он выбил слезу. А раз выбил слезу, значит это гран-при. Народный ансамбль казачьей песни «Благовест». Вы знаете, ведь правда, нас сегодня очень немногим можно удивить. Но то, как вы поете, точнее нет, то, как вы разговариваете с нашими душами на языке песни, это просто великое дело. Вы в том числе попали в число тех, кто у нас не просто получил гран-при, отобран вот там туда, для Москвы, тоже на родники Истоки. Мы надеемся, что вы пройдете и финальный отбор. Ну и, наверное, теперь, когда все уже получили свои награды, я назову еще тех, кто тоже прошел на родники Истоки, кроме Благовеста. Руденко Полина, казачий ансамбль «Хуторок», народный ансамбль «Казачья душа», Ессентуки, народный ансамбль «Лада», народный ансамбль казачьей песни «Вольно воля» и государственный фольклорный ансамбль песни и пляски «Терские казаки». Спасибо! Фото победителей с членами жюри, конечно же. Ну, а мне пока хочется сказать о том, что единство народов – это сила нашей страны, это сила России. И что, как не песня, может сплотить людей, что, как не вера, дает нам надежду. Пусть живут и передаются из поколения в поколение казачьи традиции, а казачий круг собирается только по мирному поводу. Мы были, мы есть и мы будем. Чистого вам неба, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Ну и по традиции мы говорим вам до новых встреч! Дорогие друзья, всех руководителей коллективов и участников мы просим остаться в зрительном зале
для встречи с членами жюри для обсуждения конкурсной программы.